Турнир, приуроченный ко Дню независимости Кыргызской Республики. 26 августа. Ташмайнокский Аильский округ. Учебно-тренировочный центр ГКНБ Кыргызской Республики. Утро. Горы. А Федерация снайпинга уже на полигоне. Готовят новые испытания для участников. В свою очередь, все стрелки в предвкушении новых достижений. Многие собираются в группы и делятся своими соображениями. Ведь в первую очередь турнир предназначен для повышения навыков. Винтовки готовы, стрелки разогреты. Но что подготовили судьи? Соревнования состоят из 11 упражнений с дистанциями от 80 до 1000 метров, 5 на точность, 4 на динамику и 3 дальние дистанции. В этом году введены упражнения с выбором мишеней и выбором позиций для стрельбы. В турнире приняли участие 32 стрелка. Напоминаем вам, что за результатами стрельбы можно следить онлайн во время соревнования с помощью сайта T-Class Scoring System. Звучит команда на сбор, и все участники отправляются слушать брифинг от организаторов. Доброе утро, дорогие участники! Рад в очередной раз встретиться с вами и хочу поздравить вас с сегодняшним началом очередных соревнований по снайпингу и с наступающим Днем независимости Кыргызской Республики. Смена мест проведения соревнований – это, конечно, полезно для каждого из нас, потому что если мы будем на одном и том же стрельбище проводить эти соревнования, то мы будем как бы облегчать условия для себя. А вот то, что сегодня мы прибыли на такой замечательный полигончик, я смотрю, стрельбище пограничников, где спасибо председателю ГКНБ, вооруженные силы вообще и пограничникам в частности. Это те, кто понимает, те, кто умеет считать, и те, кто более-менее знаком с хозяйственной деятельностью, можете по достоинству оценить. На сегодняшних мероприятиях, я так понял, присутствует обычное наше стандартное количество, 30 с копейками участников. Вот, все мы уже друг друга хорошо знаем. Вот, к сожалению, призеры каждый раз одни и те же. Надо, чтобы призеров надо локтями надо толкать над этих призеров и, алардан өзіп результатты аларға қарағанда жақсырақ результат бере тұрғандай бір әрекет жасашымыз керек, да? Конечно, идет здесь, как обычно, соревнования и по оружию, по карабинам, потому что у нас у всех разные карабины, значит, так вот. По боеприпасам идут соревнования. Качественные должны быть боеприпасы. Кстати говоря, ходатайство о разрешении, как это называется? Разрешение? Рыло. Будет разрешение? Уже мы подали уже в парламенте ходатайство. Я думаю, в сентябре они рассмотрят. Да? Если они рассмотрят и это разрешение будет дано, то каждый из нас будет иметь возможность себе, под себя делать вот эти вот боеприпасы, где не будет никаких отклонений заводских, значит, так вот. И тогда наши пули полетят более далеко и более точно, и результаты наши будут выше. Поэтому я желаю вам всем, чтобы ваши карабины, ваше мастерство, боеприпасы и прочее снаряжение использовалось только в учебных целях, на полигонах, и ни в коем случае, чтобы не возникало никаких чрезвычайных ситуаций, боевой обстановки, где мы могли бы проявить свое мастерство. И, сами знаете, очень и очень будет нежелательно, хотя в мире неспокойно, порох нужно держать сухим. Аман болғыла! Вассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату! Пусть победит сильнейший! После того, как мы были на соревнованиях в Сербии, взяли немножко международный опыт, и сейчас на этих соревнованиях, значит, вам нельзя примиряться с оружием на упражнении, вообще нельзя примиряться.
если судьи увидят, что кто-то примиряется, они снимают этого стрелка с упражнений, то есть его результаты обнуляются. Вот. И следующее, что значит, судьи говорят вам, что попадание было, но если вы промахнулись, они будут молчать. Ну, по крайней мере, мы сейчас такую задачу поставили, они могут по привычке, конечно, еще сказать промах и так далее, но в целом они только будут отмечать попадание, промахи сообщаться не будут. Поэтому, если вы ничего не услышали, то вам надо продолжать стрелять, да, потому что время будет идти и так далее, да. У нас в среднем стрелки некоторые, которые занимают, ну, например, иногда бывает, последние места занимают, они, к сожалению, потом иногда не возвращаются на соревнования, вот, потому что, но я хотел что сказать. Каждое соревнование однозначно человек повышает свой уровень, свое мастерство стрельбы. Это 100%. Поэтому даже если кто-то там здесь не занял какое-то призовое место или там не попал в списки в первую десятку или первую двадцатку, это из-за этого расстраиваться не нужно, потому что вы отсюда уносите опыт и новые навыки стрельбы. Вот это 100% просто информация. Я хотел сразу обратиться, чтобы у нас стрелки, которые будут в нижней части списка, не отчаивались и дальше продолжали поднимать свои навыки. Потому что вот любой здесь стрелок точно скажет, что с первых соревнований у нас навыки все повысились однозначно. Поэтому и что еще хотел сказать, вы знаете, у нас сейчас соревнования приурочены ко Дню независимости, и федерация была создана в июне, и сейчас вот начинается новый цикл соревнований. У нас вот федерация начала соревнования ко Дню независимости приуроченные. Сейчас у нас открытие третьих соревнований, получается, пошел третий год, начался, скажем так, соревнования Федерации снайпинга. С чем вас всех поздравляю. Хочу отметить, что все соревнования проходили безопасно. Это очень важно. Обращайте внимание на безопасность, да, стрельбы. И, значит, сегодня пусть победит сильнейший. Удачи всем нам, хорошего настроения. Спасибо большое. Вот и прозвучала команда на старт, а мы расскажем вам подробнее о сегодняшних испытаниях. Модуль 1. Точность. Первое упражнение – жетон плюс. Задача стрелка – по звуковому сигналу занять позицию лежа и поочередно поразить по одному выстрелу две мишени, от дальней к ближней. Первая цель – бумажная мишень с двумя зачетными зонами, расположенными одна в другой. А с диаметром 6 см, Б с диаметром 15 см, дистанция 300 метров. Вторая цель – жетон размером 2,8 на 5 см, на дистанции 150 метров. Время на выполнение – 45 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. Кто стрелял на вышку? Направо, на вышку. Здравствуйте, все хорошо. Соревнования проходят шикарно. Новое у меня. Я поменял себе наконец-таки магазин. Теперь у меня карабин 10-зарядный. Я счастлив. Да, жетон в этот раз у нас был на 150 метров. И сначала было нужно стрельнуть на 300 и потом с 300 перейти на жетон. У меня, слава богу, получилось и 300 поразить, и жетон поразить. Я доволен результатом, именно как отстрелял жетон, потому что это был как, скажем так, холодный выстрел, и все прошло хорошо. Второе упражнение – смайлы. Задача стрелка – по звуковому сигналу занять позицию лежа, найти и поразить за 3 выстрела 3 своих смайлика с диаметром 4 см из 15 смайликов на бумажной мишени. Необходимые смайлики стрелок вытягивает перед упражнением. Дистанция 80 метров. Время на стрельбу 45 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры.
Мы отрабатывали упражнения так. После сигнала подбегали к позиции и ложились, затем начинали стрельбу. Сложность упражнения в том, что на А4 16 смайлов, и из них надо найти свои 3. Их очень трудно найти, они почти одинаковые, и среди них только 3 твои. Мы отработали упражнение хорошо. Одно из моих любимых упражнений – смайлы. Думал, что не справлюсь, но попал. Стрелять приходилось быстро, давалось 30 секунд. Мне удалось попасть во все. Как видите, нам давали смайлы, которые мы должны поразить. Дистанция 80 метров. 3 выстрела, 3 смайла и все за 30 секунд. В течение 30 секунд поразить одним или 2 выстрелами цель. Бумажную мишень с 2 зонами, расположенными одна в другой. Зона А с диаметром 6 см и незачетной зоной Б размером 15 на 15 см. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. Разряжай! Стреляли мы сейчас конкретно данное упражнение, называется рисковый выстрел. Там такая заманчивая цель. Центр десятки дает тебе очки. Но если ты выходишь за десятку, они минусуют, тебе дают 0. И тут надо было понимать, хочешь ты рисковать или не хочешь рисковать. Кто-то погонится за очками, рискнет, второй попадет в Б и получит 0 за упражнение. Поэтому некоторые ребята делали по одному выстрелу, кто-то 2, и кто-то выиграл, кто-то прогадал. Я лично не стал рисковать, я стрелял один раз прицельно и попал в зону, где мне плюсуют очки, а не минусуют. То есть рисковать я не стал. Подгонял, да, я здесь сменил магазин, я здесь поменял ствол. У меня от старой винтовки остался только вот затворная группа, которая старая, да, и название. А остальное у меня все мининое здесь. Затворная группа у меня от Ремингтона. Приклад у меня Акила. Это австрийская компания. Александр, они ее делают. Сами ребята, очень хорошие ложи. Прицел у меня Night Force 7 на 35 крат. И кронштейн у меня Шпур. Вот и вся винтовка. Четвертое упражнение. Стандарт. Задача стрелка. По звуковому сигналу занять позицию на огневом рубеже и последовательно поразить мишени 3 выстрелами лежа, 3 выстрелами с колена и 3 выстрелами стоя, самостоятельно меняя положение для стрельбы. Цель – бумажная мишень с 3 зачетными зонами. А – с диаметром 6 см, Б – 15 см и С – 20 см. Время на выполнение 240 секунд. Дистанция 200 метров. Разрешается использовать только винтовочные ремни, закрепленные на оружии. Самостоятельно переходим.
Говоря на нашем языке, мой калибр 8,6 мм. По НАТО это 338 Lapua Magnum. Калибр у меня был такой большой, что я не стал стрелять стоя. Я сделал только 3 выстрела лежа и сделал 3 выстрела сидя. Я не стал стрелять из винтовки стоя из-за ее большого веса. При стрельбе затвор немного зацепился, и мне пришлось его выбивать. Чтобы этого не повторялось, вам нужно приобрести винтовку получше. Когда мы выбираем винтовку, мы выбираем под нужды. Снайперская система, что есть в снайперской системе? У нее есть ствол, у нее хорошая оптика, а затем у нее есть затворный механизм. Если затвор как у меня, не буду говорить уже о фирме. Будут такие задержки, очки будут минусоваться. Пятое упражнение. 300 минус. Задача стрелка. По звуковому сигналу занять позицию лежа и поразить по одному выстрелу 3 мишени на разных дистанциях. 300 метров. Круг в диаметре 9 сантиметров. 200 метров. Квадрат 5 на 5 сантиметров. 100 метров. Круг в диаметре 2,5 сантиметра. Время на стрельбу 60 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. Стоп, разряжай! Упражнение 300 минус интересное. Здесь нельзя давать поправку на дистанции, кроме первой. Вводишь поправки на 300 метров, а по остальным целям стреляешь по сетке. Я не поправлял и стрелял по сетке и попал во все. Это правда интересный опыт. Мне действительно понравилось. Давало 40 секунд на 3 выстрела. Позиция. Стрелок стоит с винтовкой в руках. После сигнала необходимо найти свою цель и сделать 3 выстрела. Я все успел. Модуль 2. Динамика. Упражнение движка 1 и движка 2. Задача стрелка. По звуковому сигналу поразить максимальное количество раз металлический движущийся гонг в диаметре 40 см слева направо, а затем справа налево на дистанции 300 метров. Положение стрельбы. Сидя с треноги. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. Вот. Основной сложностью было это угадать ветер, потому что сегодня ветер очень сложный, и он то дует с 5 часов, то он дует с 9 часов. Соответственно, это будет влиять уже на ввод поправок. Вот. Ну вот, мне вот удалось угадать, и я поразил цель 16 раз. У меня, скажем так, это полукастомная винтовка. В девичестве это когда-то была Remington 700 в 308 калибре. Вот. Затем мы ее немножко переделали, и она у нас получилась в калибре 6,5 Creedmoor. Вот. Шасси мы используем российской компании CNC Guns Customs.
А здесь пересвел делал Женя Витхин в своей мастерской. В данный момент я использую оптику американской компании Night Force, серия Attacker с кратностью от 7 до 35 крат. Вот. Я, допустим, читаю такие книги, как Тони Бойер, Брайан Дитц. Вот. Ну и вот сейчас мне в подарок едет книга от Игоря Жукова. Называется «Идеальный выстрел» — это просто. 8-е упражнение. Ёж. Задача стрелка. По звуковому сигналу занять позицию с упором на ёж и поразить по одному разу 3 гонга на разных дистанциях, меняя позиции после попадания. Гонг с диаметром 20 см и дистанцией 320 метров поразить стоя слева от ежа. Далее гонг в диаметре 30 см, дистанции 480 метров с колена. И гонг в диаметре 30 см и дистанции 410 метров стоя справа. На каждый гонг дается 2 попытки. В случае поражения цели с первого выстрела, стрелок переходит к следующей цели. Время на стрельбу 120 секунд или по последнему выстрелу. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. Ваше время 65:05. Здравствуйте, меня зовут Айдар Укенов. Сегодня стреляю со своей винтовкой Тика Так А1 в калибре 6,5 Кридмор. Ну, я с этой винтовкой давно уже стреляю, очень доволен. Вот, сейчас выполняли упражнение, называется танковый ёрш. Там, значит, по условиям нужно было выполнить с каждого положения ерша по одному выстрелу на разных дистанциях. Интересное упражнение. В этом упражнении был элемент запутывания, когда пришлось, значит, после первой дистанции, когда сесть, нужно было стрелять в правую самую дальнюю дистанцию 480 метров. Если я ее поразил, то опять я встаю и выбираю, значит, среднюю мишень, которая находится посередине двух. И, значит, ее дистанция 410 метров. То есть некоторые стрелки сейчас запутывались при выборе мишени, и у них какие-то штрафные очки были, поэтому... Ну, я сейчас все нормально выполнил. Значит, все 3 попадания с первых выстрелов нормально поразил все упражнения. Так что результатом доволен. Спасибо. 9-е упражнение. Трудный бонус. Задача стрелка. По звуковому сигналу стрелок выдвигается к барьеру слева. Поражает 2 гонга по одному раз каждый. В последовательности 180 метров, гонг диаметром 20 см, и 430 метров, гонг диаметром 30 см. Далее перемещается направо и поражает гонги в последовательности 550 метров, гонг диаметром 50 см, и второй гонг 270 метров, диаметр 20 см, по одному разу каждый. Затем возвращается налево и поражает гонги в последовательности 350 метров, гонг диаметром 30 см, и гонг на 650 метров с диаметром 20 см, один раз каждый. Переход к следующей цели и смена позиции производится независимо от попаданий. В случае успешного поражения всех целей поражает одним выстрелом бонусный поппер на дистанции 200 метров, гонг диаметром 20 см. Время на стрельбу 120 секунд или по последнему выстрелу. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры.
Сегодняшнее упражнение входило в число динамичных, под названием «Трудный бонус». Упражнение и правда интересное. Его суть заключается в смене позиции. После 2-3 выстрелов из одной позиции вы меняете положение. А также мы впервые проводим это упражнение на данном полигоне. Очень интересно, все идет очень хорошо. Военный полигон, его уровень очень хороший по сравнению с обычными полигонами. День ото дня, упражнения по снайпингу и навыки ребят совершенствуются. Модуль 3. Дальние дистанции. 10-е упражнение. Вслепую. Задача стрелка. В позиции лежа поразить цель по одному разу в момент закрытия судьей прицела на оружие. Цель – гонг в диаметре 30 см. Время закрытия прицела. Первый раз на 15 секунд, второй раз на 10 секунд, третий раз на 5 секунд. Между закрытиями прицел открывается на 10 секунд. Дистанция 500 метров. Время на стрельбу 60 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. Тише, тише. Выстрел. 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 Стоп, разряжай. Магазин отстегнуть. Все, покинуть рубеж. Упражнение вслепую меня подвел ветер, потому что корректироваться нельзя было. Вводишь поправки, в принципе, по калькулятору и потом стреляешь. Получилось, кто смотрел, вокруг мишени облизал, но, к сожалению, не попал. После него следующее упражнение лесенка, это от 800 до 1800 я 3 раза попал, перешел на 900, попал. Но, к сожалению, кончились патроны, если стрелять дальше. 11-е упражнение. Лесенка. Задача стрелка. По звуковому сигналу последовательно поразить цели в порядке удаления. Гонг А. Диаметр 30 см. Дистанция 800 метров. Стрелку необходимо поразить 3 раза. Гонг Б. Диаметр 30 см. Дистанция 900 метров. Поразить 2 раза. Гонг С. Диаметр 50 см. Дистанция 1000 метров. Поразить 1 раз. Переход к следующей цели только после полного поражения текущей. Максимальное количество выстрелов – 9. Время на стрельбу – 60 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. New
В упражнении Лесенко были следующие дистанции: 800 метров, 900 метров и 1 километр. Там был самый сильный ветер. Например, на 300 метрах он бил по направлению с 9 до 12 часов, а на 600 метрах с 3 до 9 часов. Дул порывистый ветер, направление менялось. Мои попадания на дальнем расстоянии стали намного хуже. Я попал только на 800 метров. Упражнения отстреляны, винтовки упакованы. Стрелки в бурной беседе о прожитом дне направляются отведать вкусного плова. У всех один вопрос. Кто же сегодня отличился на соревнованиях? А итог таков. 5-е место занял Зуев Михаил с винтовкой Blazer R8 в калибре 300 VSM. 4-е место Виткин Евгений с винтовкой Ilbirs в калибре 6,5 PRC. Бронзовым призером стал Джумалиев Азиз с винтовкой МПА в калибре 6,5 Creedmoor. Серебряным призером стал Борисов Иван с винтовкой Remington 700 в калибре 6,5 Creedmoor. Золотой призер Зуев Сергей с винтовкой Remington 700 в калибре 6,5 Creedmoor. Поздравляем наших призеров! Друзья, данные соревнования были приурочены ко Дню независимости Кыргызской Республики. С праздником, друзья! Всем согласия и мира в жизни! Ну а мы встретимся на следующих соревнованиях на этапе «Осенний трофей». 7 точных выстрелов, друзья!